Я продолжаю писать карту дня. Это прогноз на 15 октября, пятницу, вторая часть. Следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Кому нужна первая часть, есть ссылочка под этим видео. Да, кого интересуют знаки от овнов до дев. Так, а мы смотрим весов. Что ждет весов 15 октября? 15 октября, пятница. События для весов. Покажите мне, пожалуйста. 15 октября. События для весов. Так, весы. Смотрим, что там у вас намечается. Ага, сразу весы выпадают. Сомнения, колебания. Понимаете, у вас прям сразу первое. Прям с утра уже будете что-то вот думать, да? Так или так. Ножницы. Решится какое-то дело. Да, вот прям отрежете, скажем так, этот вопрос. Ожидание кого-то или чего-то ждете. Чемодан, разлука. Может быть, даже поездка у кого-то может быть. Потому что ожидание – это когда с чемоданом, да, вот где-то в зале ожидания. Например, поезда ждете, самолета, автобуса. Так, события в месяце. Будет также событие, которое с вами происходит каждый месяц, да, вот в 15 числах. Что-то вы делаете в этот период. Якорь, да, якорь это показывает прибытие, так что я думаю, для кого-то из весов проиграется чемодан, это ваш чемодан, да, вы куда-то едете, прибываете и ожидания ждете транспорта своего, да, либо ждете этой поездки, как вариант. Да, казенный дом, опять же подтверждение. Казенный дом это может быть аэропорт, ЖД вокзал, автостанция. Исполнение желания. Да, вот видите, вы хотели в эту поездку. Злые языки, завистники. Также есть в вашем окружении в этот день. Блин, сколько у вас много событий, ужас. Какой событийный день у вас? Так, события в доме нет. Интимная связь нет, потому что держат. Две карточки, я не могу ни одну, ни другую. Гости то же самое, видите, держат, не могу переложить. Так, здесь нет и нет совпадений. Ну, в принципе, тут у вас и так много. В общем, смотрите. Я сейчас называю события просто каждое в отдельности, да, как более-менее там они могли сочетаться, я уже рассказала, когда раскладывала. Значит, отдельно, что у вас будет? Однозначно колебания, сомнения, события в месяце будет, разлука, то есть с чемоданом, либо вы, да, либо кто-то, кого вы провожаете, ожидание будет, состояние ожидания, якорь показывает прибытие. Да, ну еще может показывать окончание, да, вот, например, решается какой-то вопрос, да, и вы ставите точку, может еще так быть. Может быть, вот это связано с казенным домом для кого-то будет. Решение вопроса в казенном доме, какой-то документ, справка, бумага, какое-то заявление, да, то есть это казенный дом, это решение бумажных вопросов чаще всего. Исполняется также ваше желание в этот день и злые языки, ну, как говорится, куда ж без них, да, тут вот. Вас прямо окружают, да, какие-то вот такие змейки, которые будут где-то пытаться вас немножечко ужалить, съязвить, что-то сказать не очень приятное, может быть. Ну, судя по тому, какой у вас замечательный день, здесь все получается, все решается, желание исполняется, понятно, да, вот людям будет, видимо, завидно. Вот такая информация. Ага, смотрите, увидела еще скользкое дело, пока разговаривала. Смотрите, еще скользкое дело может быть. Могут предложить какое-то, будет заманчивое предложение,
И надо будет хорошо подумать. Вот, может быть, не зря выпадают вот эти колебания, сомнения. Это может быть что-то заманчивое, да, вот внешне, но там нужно будет разбираться. Это, понимаете, это вот как рыба, да, то есть скользкое будет дело. Когда вы уже на него согласитесь, потом вы нюансы эти увидите, а сразу можно не заметить. Поэтому обратите на это внимание. Вот не зря я, да, уже напоследок его увидела, чтобы предупредить вас. Так что ко всем предложениям в пятницу нужно относиться очень внимательно. Вот такая информация у меня для вас, весы. Благодарю за внимание. Переходим к скорпиончикам. Посмотрим события для скорпионов. Так, скорпиоши, смотрим, что там у вас. 15 октября. 15 октября, пятница. События для скорпионов. Октября. События для скорпионов. Первое ожидание, я извиняюсь, выпадает. Ожидание кого-то или чего-то ждете. Застолье. Может быть, ждете какого-то застолья в пятницу. Якорь. Якорь показывает, либо вы что-то доделаете в этот день, да, поставите точку, либо, может быть, еще прибытие показывает, куда-то приезжаете. Обман. Очень интересно. Кто-то попытается обмануть. Так, надо быть начеку. Колебания, сомнения не получаются. Счастье тоже не получается. Подарок. Ну, то, наверное, вы с подарком на застолье едете. Месть. Конфликт. Ну, месть тут, скорее всего, будет связан с обманом. Да, вот кто-то попытается вас обмануть, и потом, вот, скажем так, пострадает по этому поводу. Так, проверяю. Периметр. Смотрим. Нет. Нет. И нет. Так, по вертикали, что здесь? Есть свиток, но я не могу его поставить, потому что мне нужно картинку повернуть, да, чтобы его поставить. А здесь у меня зафиксировано, поэтому нельзя. Казенный дом нельзя, зафиксировано. Здесь нет совпадений, нет. Нет, и события в месяце есть. Вот еще может быть что-то, что с вами каждый месяц происходит. Вот в этих числах, там 14, 15, 16, плюс-минус 1-2 дня от этого дня. Значит, называю, смотрите, ожидание. Да, вот самое главное такое состояние у вас — это ожидание, да, вы в предвкушении. Застолье, подарок, якорь, скорее всего, прибытие, да, вот на это застолье. И также еще обман, месть. Ну, я думаю, что даже если вы этот обман вычислите,
не стоит заниматься, да, вот этой ерундой, да, потому что месть это, скажем так, мы делаем только хуже себе, да, когда мы этим занимаемся. Есть высшие силы на это, да, которые все делают за нас, а мы можем просто вот наблюдать со стороны, как это происходит, потому что мы не имеем на это права, да, то есть мы не имеем права судить, мы не имеем права, скажем так, выносить приговор, да, для кого-то и мстить. Так что я думаю, что вот этим лучше не заниматься. Ну, а тут, конечно, быть начеку, чтобы постараться избежать этого обмана. И события в месяце еще. Вот такая информация у меня для вас. Ну, в принципе, день очень даже неплохой. Если удастся обмана избежать, то застолье, подарок, тут что-то намечается интересненькое. Благодарю за внимание. Может быть, когда будете подарок покупать, обман, например, да, обманут или в цене, или качество хуже, да, допустим, там можете купить, где-то, может быть, есть за эту цену лучше качество. Ну, может быть, такой быть вид обмана. Так что, тем более, сейчас вот идет ретроградный Меркурий, да, сейчас с покупками вообще беда, беда. Так, скорпиончики, хорошо. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Смотрим события для стрельцов. 15 октября, пятница. События для стрельцов. 15 октября, пятница. События для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. Интимная связь у вас первая выпадает. Кому это актуально? Также, смотрите, болезни еще есть. Это не очень хорошее самочувствие. Иногда показывает еще посещение поликлиники, больницы, лаборатории, то есть медучреждения. Свидание. Тут же. Может быть, вы кого-то будете проведывать в больнице, как вариант. Может, так еще имеется в виду свидание, больница. Скользкое дело. Может кто-то предложить вам сделать какое-то заманчивое предложение, но там надо будет подумать, стоит ли соглашаться, потому что есть какие-то подводные камни в этом предложении. Не все так прекрасно, да, как вам будут рассказывать. Так, смотрите, еще что-то связанное со временем, с датой, да, либо важная дата для вас. Но тут, скорее всего, что время. Вам, наверное, надо на время в поликлинику, в больницу, может быть, либо свидание на время. У кого-то еще так может быть. Еще иногда будильник показывает, что мы, да, либо проспали, опоздали, либо целый день просто смотрим на время, да, вот как-то весь день проходит, заглядываем в часы. Так, смотрите, еще есть документ. Документ, справка, новость, бумага. Письмо может показывать. Тут несколько значений бывает, проигрывается по-разному. Ну, я думаю, вам будет понятно, да, если вы никакого документа, да, какой-то там справки не ждете, значит, новость будет у вас. И если ждете, то, скорее всего, придет этот документ. Так, хорошо. Смотрим теперь вертикали. Что здесь? Нет. Нет совпадений, нет. Змея не могу, потому что зафиксировано. Здесь нет, и здесь нет совпадений. Так, у вас получается, смотрите, может быть справка из больницы. Да, допустим, вы идете забирать какую-то бумагу. Может так быть. Интимная связь, свидание. Ну, я думаю, что тут все-таки, наверное, медицинское учреждение.
Ну, или давайте так, у кого-то медицинское учреждение, у кого-то может быть не очень хорошее самочувствие в этот день. Часы, что-то связано со временем, документ, новость и скользкое дело, вот тут надо быть начеку, да, то есть это единственное место, где вот вам нужно быть внимательными. Это с какими-то предложениями и со временем. Вот у меня для вас два таких предупреждения на 15 октября. Следите за временем и за предложениями. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерогам. Так, события для козерожков. 15 октября. 15 октября, пятница. Октября, пятница, события для козерогов. Угу. Ссора прям сразу первая выпадает. Прям уже с утра можете с кем-то поругаться. Интимная связь выпадает. Что-то у вас как-то не густо на события здесь. Либо я что-то где-то пропустила. Ну, значит, тогда это событие будет только для вас. Да, вот если вы его увидите. Сейчас еще периметр проверю. Может быть, еще что-то по периметру тут будет. Да, вижу еще деньги. Но деньги часто это не только, когда деньги приходят, мешочек показывает, но и наши траты. Так что тут вот могут быть траты. Так, значит, по горизонтали нет, проверяю вертикали. Совпадения нет. Нет, не вижу. Ничего не вижу для вас больше. Если вы что-то увидите, тогда напишите мне, да, если вам будет непонятно, не видно, что за обозначение, я вам обязательно расскажу, что это значит. В общем, у вас выпадает 3 события. Первое – это ссора, может быть, да, так что вот смотрите, если не хотите испортить себе настроение на весь день, да, вот видите, что назревает такой, да, скажем так, какой-то маленький конфликтик, лучше вот сразу уходите, да, и говорите, поговорим попозже, да, когда немножечко остынем. Тогда, я думаю, удастся избежать ссоры. Также, смотрите, интимная связь выпадает. И деньги. Трудно сказать, получение либо трата. Да, у каждого может быть по-своему. Кто-то получит, кто-то потратится. Потому что сундук часто показывает, что приходит, а мешочек по-разному. И так может быть. Вот такая информация у меня для вас, козерожки. Вот такой у вас спокойный, просто обычный день. Да, ничего, как говорится, выдающегося. Хорошо, переходим к водолеям. Сейчас посмотрим, что у водолеев. События для водолеев. Водолеи.
12 октября, пятница. События для водолеев. Покажите мне. События для водолеев. Похоже на дорогу водолей. Сейчас будем смотреть, что-то как-то они так, когда они так летают, обычно это намечается какая-то поездочка. Так, смотрите, казенный дом. Казенный дом — это может быть госучреждение, где вы можете либо получать справку, что-то заполнять, да, то есть вот, ну, какая-то госструктура, налоговая, полиция, прокуратура, суды, поликлиника, институт, садик, школа, то есть все, любое госучреждение. Кстати, казенные дома — это еще аэропорт, вокзал, да, то есть это тоже все госструктура. Тайна открывается какая-то. Угу. Ссора, смотрите, есть еще. Можете с кем-то поругаться. Так, вижу еще слезы. Деловые отношения. И проверяю периметр. Слезы, скорее всего, связаны с ссорой. Я так понимаю. Так, периметр смотрим. Здесь нет, нет. Нерешенное дело нельзя, потому что зафиксировано. Горизонтали нет совпадений. Смотрим вертикали. Что здесь? Нет, нет, нет. Документ. Документ либо новость, да, вот может быть в общении, в переговорах с кем-то, да, вот в деловых отношениях вопрос будет касаться каких-то бумажных дел, потому что конверт часто показывает какую-то бумагу, документ, справку, сертификат, не знаю, в общем, любую какую-то бумагу. Либо вам расскажут еще новость, да, какую-то вот, когда будете с кем-то общаться, получите какую-то интересную информацию. Так тоже может быть. Хорошо, в общем, больше совпадений я не вижу, значит, у вас получается. Смотрите, какой-то секрет открывается, вот, да, может быть, даже вот в этом общении. Какая-то тайна, секрет вы узнаете. Казенный дом, посещение госучреждения для решения бумажных вопросов. Вот, может быть, даже там будет встреча, да, и вот вы решаете этот бумажный вопрос. Получаете, да, скажем так, вот эту свою бумажку, листик из этой книги вырываете свой. Еще есть, ну, это из хороших, да, скажем так, событий. А из не очень хороших у вас может быть ссора, да, и вот ссора прям какая-то серьезная, потому что слезы показывают, то есть обидно до слез после этой ссоры. Значит, это кто-то близкий, да, то есть это не просто где-то там на улице, да, в транспорте сцепились, а это именно вот с каким-то, видно, близким человеком, потому что обидно очень. Ну, я думаю, что просто этого можно избежать. Если вы будете видеть накал вот этих страстей, да, в разговоре, просто уходите от разговора и все, скажите, давай сейчас остынем, да, 5-10 минут, и потом продолжим этот разговор, чтобы все это не накалялось. И тогда, я думаю, удастся избежать этого нехорошего события. Благодарю вас за внимание. Переходим к рыбкам. Будем смотреть сейчас события для рыбочек. Так, рыбки. События для вас.
15 октября, пятница. События для рыбок. Покажите мне, пожалуйста. События для рыбок. Так, еще хочу. Почему-то захотелось еще помешать рыбки. Угу. Смотрите, исполнение желания. Как хорошо, да? Первое событие. Прям с утра какое-то желание ваше может исполниться. Глубокая печаль, сильные переживания. Колодец показывает, да, прям когда вот нас что-то трогает до глубины души. Сейчас посмотрим, это будет вас касаться или нет. Друг. Может быть, после вот общения, да, с другом, с подругой. Друг, подруга расскажет что-то такое. Дорога. У вас может быть поездка 15-го. Можете куда-то ехать. Может быть, даже с друзьями или к друзьям. Рядышком выпали. Так. Проверяю периметры для вас. Месть. Какой-то конфликт. Выяснение отношений. Может быть, вот этот конфликт, потому что можно положить и сюда ее, в принципе. Видите, выпадает рядом с глубокой печалью. Я думаю, что даже, скорее всего, это так. Какой-то конфликт вызывает у вас печаль. Да, то есть сильные переживания. Так, сейчас я дальше проверю еще. Деловая встреча, свиток. Может быть, с кем-то у вас в этот день. Какие-то дела будете решать. Так, сейчас я еще здесь допроверяю. Нет, и здесь нет карточки, не можем проверить. Все, вот это ваше событие получается. Значит, называю вам. Все начинается с того, что исполняется желание, да, вроде как прекрасно. Может быть, это связано с дорогой, да, какая-то поездка. И с друзьями, другом. Либо тут просто вот друг, это общение, переписка, звонок, встреча, поездка. Просто отдельно идет дорога, исполнение желаний, встреча деловая какая-то. И еще отдельным, да, событием идет конфликт. Конфликт с кем-то, который вас очень сильно трогает. Поэтому вот, в принципе, события все хорошие, кроме, да, вот этого. Так что смотрите. Я думаю, что здесь нужно будет как-то вам постараться избежать этого конфликта, этих выяснений отношений. Тогда день будет очень даже хороший. Чтобы не испортить себе, да, скажем так, настроение этим конфликтом. Вот такая информация у меня для вас, рыбки. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.